Заявление на участие в программе «Арктический гектар» подала первая семья. Интинцы Ирина и Николай Кустовы – многодетные родители, которые давно мечтают о собственном доме. Как изменится жизнь семьи, расскажет Дарья Филитова. В семье Ирины и Николая подрастают 6 детей – 4 мальчика и 2 девочки. В трехкомнатной квартире, предоставленной в 2017 году администрации, давно тесно, говорят Кустовы. Комната для мальчиков полностью заставлена кроватями. Девочки вынуждены делить самую маленькую спальню. Для подвижных и активных детей в таких условиях жить сложно. Конечно, нам необходим дом такой семье большой. Квартира маленькая, мало вообще места. Сейчас еще дети растут, дочка большая уже, вторая тоже там. Им нужно как-то свое. Спорят из-за одной комнаты. Мне нужна своя, мне нужна своя. Да, большой, конечно, дом свой, это, конечно, хорошо, чем квартира. И соседи спокойнее будут от шума, от гамма. Семья признается, без помощи государства накопить на собственный дом у них не получится. Сейчас Кустовы ожидают, когда их заявление рассмотрит местная администрация. В Инте для безвозмездного пользования выбрано 22 территории, это 37 гектаров. А всего в Коми определили 4621 арктический гектар, до одного каждому желающему. Любой житель может получить, если это семья, то каждый член семьи. За детей также может написать заявление его родитель. То есть могут прийти и получить сроком до 5 лет. После 5 лет будет возможность оформить бесплатно в собственность, либо продолжить аренду. В приоритете на получение земель жители арктической зоны. В Коми это Усинск, Интавр, Кута и Усть-Илимский район. С 1 августа заработала федеральная информационная система, которая позволит подать заявку на участие в программе. Посредством этой системы можно будет выбрать контуры, указать контуры, выбрать на выделенных территориях те земельные участки и нанести их на карту. Автоматически сформируется заявление, которое уйдет на рассмотрение в администрацию соответствующего муниципального образования. Пока что россияне подали около 900 заявлений на получение земельных участков в Арктике. На сайте Федеральной информационной системы зарегистрировано около 9000 обращений. Дарья Филитова, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.